Это место должно измениться до неузнаваемости, до наступления даты празднования 30-летия образования Республики Ингушетия. Выставочный центр, парковочная зона, мемориал героям гражданской войны, сухой фонтан, отдельная зона цветущей сакуры, мемориал памяти и славы, детские площадки. Все это, согласно проекту, появится здесь, в зоне Центрального парка. Ну а пока мы видим, ведутся строительные работы, шумит техника и начали рабочие самого главного – с демонтажа ветхих построек. Приступили к работе в Центральном парке после новогодних выходных. Площадь территории более 2 гектаров. Реконструкцию проведут согласно проекту, разработанному Комитетом архитектуры и градостроительства по поручению главы региона. Он предусматривает также благоустройство бывшего парка аттракционов и ФОКа. В центре Сунджи закладывают фундамент под строительство первого в городе выставочного центра площадью более 1000 квадратных метров. Ранее здесь находился так называемый летний амфитеатр. Но это уже была ветхая постройка еще советских времен. В настоящее время она снесена, здесь строится уже котлован. Правда, прежде чем приступить к работам, администрации Сунджи пришлось преодолеть ряд препятствий. В 2018 году территорию площадью около 2500 квадратных метров передали в частные руки. Возвращение земель в собственность города местные власти добились через суд. В первом квартале минувшего года Сунжинский районный суд иск администрации удовлетворил. Здесь вот сзади вы видите, у нас территория. Ранее это была в 2000-х, 90-х годах территория парка аттракционов города Сунджи. Здесь 24 сотки, общая площадь 2400 квадратных метров. Дальше вот здесь вы видите, с задней стороны это был въезд в парк. Эта земля около 21 сотки, она также была продана. Далее вот здесь вот вы видите маленькую постройку. Это буквально 3 стены, которые были пристроены к так называемому летнему амфитеатру. Около года у нас ушло на судебные тяжбы, но в результате мы все судебные инстанции выиграли. Все эти земельные участки, они уже возвращены в собственность муниципалитета. Постройки признаны незаконными. Масштабная реконструкция как в самом парке памяти и славы, так и на прилегающей территории давно не проводили. Правда, памятник воинам Великой Отечественной и тропинку, которая ведет к нему, благоустроили в прошлом году. Но согласно новому проекту, все это теперь будут переделывать. К большому сожалению, вот именно задействовано в качестве парка здесь был вот маленький объем вот этой территории, которую вы видите вот здесь слева. После реконструкции эта территория парка увеличится как минимум в 3 раза со всей прилегающей территории. Здесь будет благоустраиваться не только территория парка вокруг Дома культуры, также и площадь перед Домом культуры будет полностью благоустраиваться. Будет строиться арка с выходом на улицу Энгельса. То есть это такой очень большой объемный проект. Работами одновременно в центре Сунджи будут заниматься сразу несколько строительных фирм. Завершается подготовка проектно-сметной документации по благоустройству парка. Сейчас власти города совместно с подрядными организациями решают и проблемные вопросы по переносу коммуникаций за линию строительных участков. В общем, работы предстоит много, а вот во времени строители ограничены. Глава лично контролирует весь процесс строительства и реконструкции этой территории. Крайний срок у нас в качестве тестового планируется 9 мая. Это возложение цветов к мемориалу воинов Великой Отечественной войны. А в итоге все уже, конечно, должно быть готово под ключ, как говорится, к празднованию Дню Республики Ингушетия. Главные торжества к 30-летию республики пройдут в Сунджи. В городе к этому событию готовятся основательно. Но жители Сунджи в этом году будут отмечать еще один юбилей. Исполняется 5 лет со дня присвоения населенному пункту статуса города. Создание здесь многофункционального общественного пространства станет подарком для горожан от главы Ингушетии. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.